Привет, друзья! Большинство бизнес-партнерств разваливаются не из-за денег и не из-за рынка, и даже не из-за стратегий. Они разваливаются из-за того, о чем партнеры боятся говорить вслух. 4 страха, через которые прошла и я хочу с вами поделиться этими страхами. Возможно, вы какой-то обнаружите у себя, и это спасет ваше партнерство. И эти страхи, они очень тихо разрушают партнерство изнутри. Первый страх – страх быть неудобным партнером. В бизнес-партнерстве, вообще редко все ломается сразу. Чаще оно такое вот трескается очень тихо. Вы, например, соглашаетесь с решениями, которые вам не подходят, молчите на встречах, когда внутри такое «нет», берете на себя больше, чем договаривались, чтобы не показаться таким вот сложным, неудобным партнером. Снаружи вы такой весь удобный, надежный такой партнер, а внутри копится усталость, злость, которую уже сложно объяснить какими-то логическими выводами. И самая большая ошибка здесь – думать, что молчание, оно сохраняет ваше партнерство. На самом деле оно вас очень медленно разрушает. Партнер не нарушает ваши границы, заметьте, просто вы сами их не обозначили. И в какой-то момент напряжение выстреливает очень резко, очень больно, а чаще желанием все закрыть. Через это прошла я. И вопрос на подумать, где в вашем партнерстве соглашаетесь не потому, что вы согласны, а потому, что боитесь быть неудобным. Второй страх – страх потерять партнерство. Иногда партнерство держится на выгоде, что тут скрывать, и на каком-то развитии. При этом присутствует страх остаться без какой-либо опоры. И вы понимаете, что в какой-то момент такой формат уже перестал работать, что вклад в бизнес становится неравным, и вам вдвоем не по пути. Но внутри у вас звучит, мы же вместе начинали, а вдруг без него будет хуже. Лучше так, чем неизвестно как. Этот страх часто путают с такой верностью и ответственностью. Хотя на самом деле это тревога остаться одному с принятием решениями, с рисками, которые нужно взять на себя. И проблема в том, что, удерживая неработающее партнерство, вы платите за это своей энергией и своим собственным ростом. Иногда самый зрелый шаг – не терпеть, а честно пересмотреть формат вашего партнерства или выйти из него. Поэтому для вас вопрос на подумать. Вы сейчас остаетесь в партнерстве, потому что оно вас развивает, или потому что страшно без него? Третий страх. Страх заявлять о своих интересах. В бизнесе редко не слышат. Чаще слышат ровно то, что вы сказали. Вы хотите больше, но говорите так очень аккуратно, дипломатично. Если не согласны при этом, формулируйте очень мягко. Про деньги, про доли, про амбиции. Формулируйте какими-то намеками, а потом удивляйтесь, почему партнер не принимает решения, или принимает решения, которые вам не подходят. Правда в том, что вы не предъявили себя полностью, и партнер работает не с вами настоящим, а с такой вот удобной версией вашей. Поэтому что тут сказать? Четкая позиция вообще это не конфликт ни разу. Четкая позиция – это основа ваших договоренностей. Партнерство ломается не от прямых слов, а от недоговоренности, которые копятся месяцами и потом трещит. Вопрос на подумать. О чем в своем партнерстве вы говорите в полголоса, хотя внутри уже такое давно есть четкое «хочу», «не хочу». Четвертый страх – сделать неправильный выбор. Этот страх делает бизнес очень медленно.
Вы долго думаете, откладываете какие-то решения, зависаете между вариантами, да, остаться в партнерстве, не остаться в партнерстве, выйти, не выйти, масштабироваться или закрываться, менять партнера или терпеть. Кажется, что вам не хватает информации, но чаще не это, а у вас нет устойчивости к этой тревоге, потому что любой выбор – это риск. Слушайте, идти в бизнес без этого навыка, ну, это вообще никак. И, конечно же, и не выбирать тоже, ну, риск для бизнеса и риск для партнерства. Бизнес вообще не ждет ни разу, пока вы почувствуете эту свою уверенность. Он реагирует на скорость решений. Иногда важно не выбирать идеально, а выбирать вовремя. И, конечно же, брать ответственность на себя. Вопрос на подумать. Какое решение в вашем партнерстве вы давно откладываетесь, прикидывая, еще подумаю. Вот вам 4 страха в бизнес-партнерстве. Эти, кстати, 4 страха, они очень плавно перетекают и в личные отношения, в семейные сценарии. Подумайте, что есть общего между тем, что происходит в вашем бизнесе, в вашем партнерстве, и что это напоминает из ваших семейных сценариев. Если вы отметили у себя хотя бы одно из тех страхов, один из тех страхов, который я озвучила, то нужно просто немедленно садиться за стол переговоров со своим партнером и рассказать о том, что у вас накипело.